Сегодня на Арском кладбище вспомнили всех павших на полях сражений Великой Отечественной. Вспомнила прадеда Инеля Носова. Он защищал отчизну с самого первого дня войны, но не дожил до победы. Если бы был жив, то он бы гордился тем, что я стал юноармейцем, говорит Нелли, и сегодня у нее важная миссия. Это большая честь для меня, потому что меня выбрали из нескольких сотен юноармейцев Республики Татарстан. Горсть памяти. Это акция, которая сегодня объединила все регионы нашей большой страны. От Хабаровска до Калининграда в полдень с мест захоронений советских воинов берут горсть земли и помещают в солдатские кисеты. Их установят на аллее вокруг главного храма Вооруженных сил России. Сейчас его строят в парке Патриот в Подмосковье. Принято решение о закладке храма памяти всех, кто погиб в ту войну, главного храма Министерства обороны. Это огромная работа, говорят в военкомате. Только в Татарстане несколько десятков захоронений военного времени. 21 захоронение у нас в республике находится. Тех, кто покоится, кто принимал участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Общая численность около 6500 человек. Но здесь, на Арском кладбище, захоронено более 3700 человек. Это самое большое захоронение в Республике Татарстан. На территории России более 17 тысяч воинских захоронений и более 10 тысяч на территории иностранных государств. Участники акции сегодня уже собрали более 15 тысяч кисетов с горстью земли. Ленар Гинатуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.